Мы установили WordPress на хостинг. Теперь будем настраивать наш сайт изнутри. В первую очередь мы просмотрим наши настройки и обратим внимание вот на следующее. Нужно будет пройти в раздел «Параметры» и в заголовке сайта прописать название нашего сайта. Так как мы хотим создать сайт, где давали бы ссылки на партнерские программы, то мы решили оставить это название «Партнерские программы», исходя из самого даже названия сайта. Дальше краткое описание сайта идет. Я сейчас покажу вот партнерские программы. Вот оно прописано вот здесь. Наша настройка: еще один сайт на WordPress. Вот это название будет выводиться в правой верхней строке. Я думаю, что здесь можно прописать, скажем, лучшие предложения Рунета. В разделе «Адрес WordPress» мы оставляем partnerway.ru. Адрес сайта он такой же. Адрес электронной почты вы прописываете тот, который часто посещаете, чтобы можно было бы получать все основные новости. И по идее здесь пока все остальное можно оставить также. Форму даты можете настроить так, как вам удобно. Я оставляю его в таком варианте. И здесь, правда, формат времени я хочу поменять на следующее, чтобы отсчет шел в течение 24 часов. И обязательно надо после всех изменений сохранить изменения, нажать на вот эту вот кнопочку «Сохранить изменения». Первые такие небольшие настройки — это общие настройки. Дальше я хочу обратить внимание на следующее. Мы пройдем в раздел консоли сверху, и нам обязательно надо будет здесь ввести ключ IP, iKismet. Это плагин, который блокирует спам, поэтому его нужно настроить и поставить здесь ключ. Как это делается? Ключ можно получить бесплатно. Проходим по ссылке «Получить ключ». Мы попадаем на сторонний сайт, жмем на эту кнопку, вот на эту. Предлагается платный и бесплатный варианты. Я пока воспользуюсь бесплатным. Здесь надо будет вот этот скролл подтянуть, ползунок подтянуть до 0. И мы здесь пишем свои имена. Заполняете, пишите имя и фамилию, прописываете электронный адрес, повторяете этот адрес. Здесь выставляете значочек и жмете на Continue, продолжение. Мы должны теперь открыть свой электронный адрес и там взять ключ. На электронный адрес придет ключ, и здесь этот ключ, он прописан таким образом. Вот он. Мы берем его, копируем, Ctrl-C, переходим в консоль, то есть опять нажимаем ссылки и перехода назад, потому что мы сюда пришли из консоли. И вот сюда уже вставляем ключ, который мы получили на электронный адрес. Жмем на «Обновить настройки». И вот теперь наш IP-ключ работает. Единственное, здесь вы можете посмотреть, автоматически удалять спам-комментарий к записям старше месяца или отображать количество одобренных комментариев рядом с каждым автором. Это на ваше усмотрение.